Я обжигаю кран для того, чтобы был достоверный анализ. Такая процедура работниками станции гигиены и эпидемиологии проводится каждый раз до того, как взять воду на анализ. И не случайно лишние бактерии не должны попадать в бутылки. Они могут просто помешать, как говорят специалисты, поставить правильный диагноз. Кстати, бутылки, в которые набирают воду, тоже непростые. Они заранее обработаны. В первую очередь я всегда отбираю на химанализ, потому что химанализ можно отбирать и в пластмассовых бутылках, и в таких бутылках. Чтобы не касалось пробки, вот так вот. А далее все строго по системе. Набранную воду подвергают анализу, перенося из кабинета в кабинет. Техническое оснащение в лаборатории позволяет определить качество питьевой воды. Для того, чтобы проверить качество воды, здесь работают две лаборатории – санитарно-гигиеническая и микробиологическая. Каждая из них выполняет свои определенные функции. Если в одной лаборатории проверяют состав, в другой определяют наличие в воде бактерий и загрязнения. Сюда попадают пробы практически со всех уголков республики. В лабораториях проводят мониторинг воды из 47 населенных пунктов. Особое внимание уделяют социальным объектам, дошкольным учреждениям, школам и больницам. Врачи, химики и лаборанты Центра гигиены и эпидемиологии выясняют умеренное содержание микроэлементов, химический состав, жесткость, тяжелые металлы и прочие элементы. Говоря о качестве воды в республике, здесь отвечают, что она соответствует госстандарту. И по химическим показателям, и по микробиологическим показателям. Если вы не уверены в качестве воды, которую вы добираете из-под крана, ее можно отправить в лабораторию на анализ. Часто качество воды зависит от проложенных коммуникаций. За благополучием потребителей стоит Роспотребнадзор, сотрудники которого проводят надзорные мероприятия, следят за качеством воды. Принимаем мы участие в разработке региональных программ, в проведении каких-то мероприятий, которые направлены на реконструкцию системы водоснабжения, на улучшение качества питьевой воды, на строительство новых скважин, новых водозаборов, на прокладку сетей. В республике делается очень много для того, чтобы качество питьевой воды стало лучше. И об этом свидетельствуют и результаты лабораторных исследований. В частности, вот и по санитарно-химическим, по микробиологическим показателям. В целом по республике у нас качество воды за последние несколько лет улучшилось практически на 10-12%. То есть цифры говорят сами за себя. Все это благодаря введенным в эксплуатацию в сельских поселениях Кантышева, Далакова нового водозабора, который подает воду в Малгобекский район. До недавнего времени там часто возникали проблемы с водой, но благодаря введенным в строй в прошлом году 9 скважинам по линии Роснефти качество воды в регионе значительно улучшилось. На сегодняшний день работает в штатном режиме. Был проведен лабораторный анализ, пробы воды были взяты, были отправлены в наши соседние республики, чтобы проверить качество, которое проверяется. И они подтвердили все как хорошо, но отлично. Словом, пить можно, да и нужно, тем более, что вода необходима для здоровья человека, а работа по нормализации качества воды в республике еще продолжается. Лина Сычева, Адам Далаков, Новости 24.